Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вассалату вассаламу аля расулиллах ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Уважаемые зрители, мы продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема 69-я сура Священного Корана, сура Аль-Хакка. Итак, мы начинаем. Первый аят. Аль-Хакка. Начинаем с фатхи. Аль-Хак. Долгота в размере 6 обязательных удлинений. Аль-Хакка. Это правило словесное, обязательное, долгота, которую нужно в размере 6 огласовок удлинять. И в конце, после долготы, Аль-Хакка. Вот маленький, на арабском называется набр, вот такой тембр, ударение, чтобы выделить, чтобы слышащий знал, что это обязательно шестиразовая долгота. Итак, Аль-Хакка. После удвоения каф уходим на тамарбута. Тамарбута переходит в букву Х. Огласовка дамма переходит в сукун. И таким образом становится Х. Аль-Хакка. Второй аят. Маль-Хакка. С огласовки фатха уходим на лам. Маль-Хакка. То же самое. Тамарбута переходит в Х. Огласовка дамма переходит в сукун. И таким образом вот так. Аль-Хакка. Маль-Хакка. Третий аят. Вама адрака маль-Хакка. Итак, вама, долгота в размере 4 огласовок. Адрака. Правило калькаля. Адрака. Долгота в размере 2 естественных удлинений. Вот она. Адрака маль. С огласовки фатха уходим на лам. Маль-Хакка. При остановке тамарбут переходит в букву Х, и огласовка дамма переходит в сукун. И таким образом, третий аят. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ. Четвертый. كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ. كَذَّبَتْ. Обратите внимание в удвоение. كَذَّبَتْ. Фрикативный звук. Кадзабат. Обратите внимание, после та с сукуном идет са, чтобы не происходила здесь ассимиляция, то есть идгама. Кадзабат самуду. Нет. Кадзабат самуду. Нужно договорить звук та, а потом перейти на звук са. Кадзабат самуду. Долгота в размере 2 огласовок даммы, удлинение. Ва'адун. Долгота в размере 2 огласовок фатха. После этого здесь назализация, полная назализация в размере 2 огласовок. Ва'адум бил. С огласовки касра уходим на лям. Бил. Ка. Долгота в размере 2 огласовок фатха. Ри. А. Ти. При остановке та огласовка переходит в огласовки касра переходит в сукун. Та марбута переходит в звук Х. И таким образом كذبت ثمود وعاد بالقارعة. Пятый аят. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فأما. Здесь назализация в размере 2 огласовок, удержание. فأما. После назализации долгота в размере 2 огласовок, фатха удлиняем. فأما ثمود. Долгота в размере 2 огласовок даммы над буквой мим. فأما ثمود فأهلكوا. Долгота в размере 2 огласовок даммы. Обратите внимание, вот она. Естественная долгота. فأهلكوا. С огласовки кесра бит уходим удвоенный та. Бит та.
биттагия. Та марбута переходит в звук ха, касра переходит в сукун. И таким образом, 5-й аят. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. Обратите внимание на четкое произношение огласовки касра под буквой гайн. Нет, ри. Биттагия. 6-й аят. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. وَأَمَّا. Назализация в размере двух огласовок в букву мим, после которой долгота в размере двух огласовок фатха. وَأَمَّا. Долгота в размере двух огласовок. Здесь у нас ихфа, сокрытие, в размере двух огласовок назализации. Удерживаем назализацию. Ку. Долгота в размере двух огласовок, дам удлиняем. Ри. Долгота в размере двух огласовок, кяср удлиняем. Бири. Хин. Здесь у нас ихфа твердая, потому что после танвина кяср идет твердый звук сад. А как мы знаем, правило сокрытия подчиняется после идущему звуку. То есть, если она твердая, если мягкая, то ихфа мягкая. В данном случае сад твердый звук, и поэтому бирихин са. Сар, са, ирин, долгота в размере двух огласовок фатха. Ти, я. При остановке танвин касра аннулируется, та марбута переходит в звук ха, и вот таким образом танвин переходит в сукун, а та марбута переходит в звук ха. 6-й аят. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. 7-й аят, обратите внимание. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حصوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. سخر ха подтверждает. Сахараха. Долгота в размере двух огласовок фатха. Алейхим. Сабе. Здесь правило калькаля. Сабе. Ла я лиу. Здесь у нас долгота в размере двух огласовок фатха. Ла я лиу. Здесь у нас ассимиляция частичной назализации в размере двух огласовок. Ла я лиу. Ма. Долгота в размере двух огласовок фатха. Саманията. Айя. После удвоения звука я 2 раза долгота фатха. Айя. Мин. Четкое произношение танвин касра, потому что здесь правило изгар, ясное чтение. Айямин хусу ман хусу. Здесь долгота в размере двух огласовок, дамма, ман, и правило ихфа. Вот она. После танвин фатха идет фа, значит ихфа. У нас в размере двух огласовок удерживаем назализацию. Ра. С огласовки фатха над буквой ра уходим в лям. Фатараль. Каума. Фи-ха. Здесь у нас долгота в размере двух огласовок кесра. Фи-ха. Вторая долгота в размере двух огласовок фатха. Над буквой ха. Фи-ха. Сар-а. Здесь у нас долгота в размере двух огласовок фатха над звуком айн. Обратите внимание. Сад твердый звук, ра твердый звук, айн мягкий звук. Сар-а. Нет. Сар-а. Ка-аннахум. Удержание назализации в размере двух огласовок буквы нун. Ка-аннахум. Джа.
долгота в размере двухогласовок, фатха над буквой джим. А'джазу нахлин, здесь правило изгар, ясное чтение. Ха, твердое произношение ха, и долгота в размере двухогласовок. Ха, ви, я. При остановке танвин переходит в сукун, и та марбута в звук ха. И таким образом, обратите внимание, 7-й аят. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حصوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. 8-й аят. فهل ترى لهم من باقية. فهل ترى. Долгота в размере двухогласовок, фатха над буквой ра. Ля хум, полноценная назализация в размере двухогласовок, первое. И второе, обратите внимание, после первой назализации полноценной, ля хум ми. Вот между первым и вторым четкое произношение огласовки кесра. Ля хум мим, мим, мим. Вторая назализация в размере двухогласовок удерживаем. После второй назализации у нас долгота в размере двухогласовок, фатха над буквой ба. Каф, кесра, ки, я. При та марбута переходит в звук ха, танвин, кесра переходит в кесру. Прошу прощения, в сукун. И таким образом, فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. 9-й аят. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. وَجَاءَ, долгота в размере 4 огласовок. Фир'ауну, мягкое произношение ра. Фир'ауну нет. Фир'ауну. Ва-ман, твердое произношение ихфа в размере 2 огласовок, сокрытие. Ва-ман кабы, правило взрывность. Калькаля, кабы, кабы, кабылаху. Здесь у нас, обратите внимание, долгота в размере 2 огласовок даммы. Кабылаху валь. С огласовки фатха переходим на лям с сукуном. Валь му'тафика. Долгота в размере 2 огласовок, фатха над буквой каф. Му'тафикату бил. С огласовки фатха уходим на лям. Бил ха. Долгота в размере 2 огласовок, фатха над звуком ха, твердой. Ха, ты, и та марбута переходит в звук ха, касра аннулируется и переходит в сукун. И таким образом, бил хати. 9-й аят, еще раз прочитаем. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. 10-й аят. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً. فَعَصَوْا. Сукун, останавливаемся. فَعَصَوْا. Расу. Долгота в размере 2 огласовок даммы над буквой син. Расуля раббихим. Раббихим. Фа'ахазахум. Фа'ахазахум. Здесь ха твердая. Ахазахум. Ах. Ах. Нет. С мягкого на твердое ходим. Ах. Тар. Здесь у нас вот она. Правило идгам без назализации. Ахзатарра. Долгота после ассимиляции, твердое произношение долготы, вот она, ра, 2 счета. Ахзатарра бия. В данном случае, как и в предыдущих аятах, танвин переходит в сукун, и та марбута переходит в звук
ха. Итак, 10-й аят. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً. 11-й аят. إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. Инна, в первую очередь, четкое произношение огласовки кесра. Потом удержание назализации в размере двух огласовок нун, после которого долгота в размере двух огласовок фатха. Инна ламма. Мим. Удержание назализации в размере двух огласовок. После назализации долгота в размере двух огласовок фатха над буквой мим. И таким образом инна ламма тагал. С огласовки фатха уходим на лям. Тагал ма. Долгота в размере 4 огласовок фатхи над буквой ма. Тагал ма хамальна. Долгота в размере 2 огласовок, удлинение над буквой нун фатха. Хамальнакум фил. С огласовки кесра уходим на лям. Фил джа. Долгота в размере 2 огласовок фатха над буквой джим. Ри я. При остановке та марбута переходит в звук ха, а огласовка кесра переходит в кесру. 11-й аят. Инна ламма тагал мау хамальнакум фил джария. 12-й аят. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. Правило калькаля. لنجعلها. Долгота в размере 2 огласовок фатха над звуком ха. لنجعلها لكم. Междубной. تذكرة. Вот у нас идгам, ассимиляция с частичной назализацией. Тазкиратау ва та'ия. Обратите внимание, после айн идет я с огласовкой фатха. И поэтому, чтобы полноценно произносить звук огласовки кесры, та'ия, это звук айна. Добавляем кесру та'ия. Та'ияха. Здесь у нас долгота в размере 4 огласовок фатхи над буквой ха. Ну. Здесь частичная назализация ассимиляции. В размере 2 огласовок удерживаем. Узунуа. После ассимиляции фатха удлиняем в размере 2 огласовок естественной долготы. Ва-и-я. Танвин дам переходит в сукун, и та марбута переходит в звук ха. 19-й аят. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. 13 аят, обратите внимание. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِذَا. Долгота в размере 2 огласовок, фатха над буквой «за». نُفِخَ. فِي-сури. С огласовки кесра уходим на удвоенный сад. فِي-сури. После удвоения сад, потому что это звук со свойством свист, нужно выделить фиссу. Долгота в размере 2 огласовок даммы. Вот фиссури. Нефхату. Ха твердая здесь. Здесь у нас частичная назализация с ассимиляцией в размере 2 огласовок. Нефхату ва. И долгота в размере 2 огласовок. Фатха над буквой ва. Хи да.
Вот та марбута у нас переходит в звук ха, и танвин аннулируется и переходит в сукун. И таким образом, 13-й аят. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. 14-й аят. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. وَحُمِلَتِ. Согласовки кесра уходим на лям. حُمِلَتِ الْأَرْضُ. Согласовки фатха уходим на лям. وَالْجِبَالُ. Долгота в размере двухогласовок фатха над буквой Б. جِبَالُ فَدُكَّتَا. Дуккета. Обратите внимание на удвоение каф со свойством фрикативности. Дуккета. После произношения та долгота в размере двухогласовок фатх над буквой та. Фадуккета даккетау. Обратите внимание, здесь частичная ассимиляция с назализацией в размере двухогласовок. Фатха удлиняем, естественно, долготы в размере двухогласовок. Хи-да. Танвин переходит в сукун, и та марбута в звук ха. И таким образом, 14 аят. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. 15 аят. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. فَيَوْمَئِذٍ. Здесь у нас вот она. Идгам в размере двухогласовок удерживаем. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ. Согласовки кесра уходим на лям. وَقَعَتِ. Долгота в размере двухогласовок фатха удлиняем. قِعَةٌ. Та марбута переходит в звук ха, а огласовка дамма переходит в сукун. И таким образом, 15 аят. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. 16 аят. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Согласовкой фатха уходим на назализацию в размере двухогласовок. Вот она. وَانشَقَّ. Удвоение. شَقَّ. Согласовки кесар переходим на, прошу прощения, согласовки кесар переходим на удвоенный син. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ. Долгота в размере четырехогласовок удлинения. Вот она фатха над буквой мим. سَمَاءُ فَهِيَ. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ. Здесь у нас идгам с частичной назализацией в размере двухогласовок. Яумаиди ва. Долгота в размере двухогласовок фатха над буквой ва. Вау удлиняем. Хия. Танвин переходит в сукун, и та марбута в звук ха. И таким образом, 16 аят. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Обратите внимание, здесь фа-хи-я яума. Первое слово заканчивается на я, второе начинается на я, чтобы здесь не происходила ассимиляция. Фа-хи яума идин. Чтение Хафсат Асм в данном случае, по крайней мере, такого правила не существует. Фа-хи-я-я, фа-хи-я-я, фа-хи-я яума идин вахия. 17 аят. У нас здесь тематическая остановка. В первую очередь полноценно прочитаем, а потом разъясним, как останавливаться на тематической остановке. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Фатха уходим. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ. Долгота в размере четырехогласовок фатху удлиняем. Ар. Ра твердая. Джа. Долгота в размере четырехогласовок фатха над джим. И ха. Долгота в размере двухогласовок фатха над ха.
Ва яхмилю. Ар, ра твердое, ар нет. Не начинаем твердое произношение со звука айн, наоборот. С мягкого на твердое уходим. Арша. Арша нет. Арша раббика фауқахум яума идин. Здесь ихфа в размере двухогласовок удерживаем. Сама. Долгота в размере двухогласовок, фатха над мим. Самания. Та марбута переходит в звук ха, и дамма, голосовка дамма переходит в сукун. И таким образом وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Если мы будем применять тематическую остановку в данном случае, то ничего не изменяется, просто выдох и вдох. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ и так далее. 18 аят. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. يَوْمَئِذٍ. Здесь ихфа в размере двухогласовок. Ту'радуна. Долгота в размере твердого произношения долготы даммы дуна. Ва ла. Долгота в размере двухогласовок фатха над ла. Тахфа. Ха твердая. Тахфа. Нет. Тахфа. После твердого возвращаемся на мягкое произношение. Долгота в размере двухогласовок фатха над буквой фа. Тахфа. Минкум. Ихфа, мягкое в размере двухогласовок, удерживаем назализацию. Ха, твердая долгота в размере двухогласовок, фатха. Хафия. Та марбута переходит в звук ха, и танвин, дамма переходит в сукун. И таким образом, 18 аят. Вот она. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. 19 аят, обратите внимание. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. فَأَمَّا. Здесь у нас назализация в размере двухогласовок, после которой долгота в размере двухогласовок, фатха над мимом. Фа-амма ман. Здесь у нас правило изхар, четкое произношение. Ман утия. Долгота в размере двухогласовок, дамма над хамзой. Утия. Кита. Долгота в размере двухогласовок, фатха удлиняем над буквой та. Китабаху. Долгота в размере двухогласовок, даммы над, обратите внимание, вот она, Китабаху биями. Долгота в размере двухогласовок, кясра, бияминихи. Долгота в размере двухогласовок, кясры, под буквой ха, бияминихи. Фаяку. Долгота в размере двухогласовок, даммы над каф. Фаякулу ха. Здесь у нас долгота в размере четырехогласовок, удлиняем фатха. Ха-у-му. Обратите внимание, с огласовкой даммы уходим на каф. Вот она. Ха-у-муку. И применяем правило калкаля. Ха-у-муку. Ра-у. Долгота в размере двухогласовок, даммы над буквой хамза. Та. Долгота в размере двухогласовок, фатха. Вот она. Китабия. Здесь при остановке ничего не меняем. Точно так же все остается. Итак, 19 аят. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. 20 аят. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. إِنِّي
Во-первых, четкое произношение кесры. Во-вторых, назализация в размере двух огласовок у буквы нун, после которой долгота в размере двух огласовок кесры. Инни вананту. Ихфа, мягкая ихфа в размере двух огласовок удерживаем. Анни. Назализация в размере двух огласовок нун, после которой долгота в размере двух огласовок кесры. Анни мула. Долгота в размере двух огласовок фатха над лам. Мулакин. Здесь у нас правило ясного чтения изгар, потому что танвин, после которой идет одна из гортанных звуков. Мулакин хиса. Долгота в размере двух огласовок фатха над буквой син. Би я. Ничего не меняем, все так, точно так же оставляем. Итак, 20-й аят. Инни зананту анни мулакин хисабия. 21-й аят. Фахува фи ишатир радия. Итак, фахува фи ишатир радия. Фахува. Фи. Долгота у нас в размере двух огласовок кесры под буквой фа. Фи и. Вторая долгота кесры в размере двух огласовок айн. И ша тир. Здесь у нас правило ассимиляции без назализации, после которой долгота в размере двух огласовок фатха над буквой ра. Д я. И тамарбату. При остановке танвин переходит в сукун и тамарбута в звук ха. 21 аят. فهو في عيشة راضية. 22 аят. في جنة عالية. في. Долгота в размере двух огласовок кесра. Джаннатин. Удержание назализации в размере двух огласовок. Потом у нас идет правило изгар, четкое произношение танвина. Джаннатин а. Долгота в размере двух огласовок фатха над айном. Ли я. При остановке там танвин переходит в сукун, и там марбута аннулируется. Итак, фи джаннатин алия. 23 аят. Кутуфуха дания. Куту. Долгота в размере двух огласовок даммы над буквой та. Фу ха. Долгота в размере двух огласовок фатха над буквой ха. Да. Долгота в размере двух огласовок фатхи над буквой даль. Да ни я. При остановке та марбута переходит в звук ха, и танвин переходит в знак сукун. Итак, 23 аят. Кутуфуха дания. 24 аят. Кулу вашрабу хани'ан бима аслафтум фил айямил халия. Итак, кулу. Долгота в размере двух огласовок даммы над буквой лам. Ваш. С огласовки фатха уходим на сукун шин. Ваш рабу. Долгота в размере двух огласовок даммы над буквой ба. Ха. Ни, обратите внимание, ни, долгота в размере 4 огласовок кесры. Ни, Теперь обратите, вот она назализация в размере 2 огласовок. Ни, бима, со смыканием губ. Ни, бима. Потом идет бима, вторая долгота в размере 4 огласовок фатха. Хани'ан бима аслафтум. Филь. Согласовки кесра уходим. Вот она. На лям. Филь айя. После удвоения звука я долгота в размере 2 огласовок фатха. Айямил. Согласовки кесра уходим на лям. Айямил ха. Долгота в размере 2 огласовок, удлинение, твердое удлинение, потому что удлинительные звуки подчиняются в твердости и мягкости впереди стоящему звуку. А в данном случае алиф подчиняется твердому произношению ха. Ха ли я.
Та марбута переходит в звук га, кесра переходит в знак сукун. И таким образом, 24 аят. Кулу вашрабу хани'ан бима аслафтум фил айямил халиях. 25 аят. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. وَأَمَّا удержание назализации в размере двух огласовок, после которой долгота в размере двух огласовок фатха. Мен правило изхар, четкое произношение нун сукун. Мен утия. Долгота в размере двух огласовок, да, мы удлиняем. Ти, я, ки, та. Долгота в размере двух огласовок, фатха над буквой та. Б, гу. Долгота в размере двух огласовок, да, мы над гу, вот она. Кита, б, гу, би, ши, ма. Долгота в размере двух огласовок, фатха над буквой мим. Ли, ги. Долгота в размере двух огласовок, кесри, вот она. Шима, ли, ги. Фа, я, ку. Долгота в размере двух огласовок даммы, вот она, над буквой каф. Фа, я, кулу, я. Долгота в размере двух огласовок фатха над буквой я. Я, лай, та, ни. Долгота в размере двух огласовок кясры под буквой нун. Лам, ута. Долгота в размере двух огласовок даммы, вот она. Ута, ки, та. Долгота в размере двух огласовок фатха над буквой та. Би, я. При остановке ничего не меняем. Итак, 25 аят. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. 26 аят. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. وَلَمْ أَدْرِ. Правило калкаля. أَدْرِ مَا. Долгота в размере двух огласовок фатха над буквой мим. Хиса. Долгота в размере двух огласовок фатха над буквой син. Хисабия. При остановке ничего не меняем. Валам адри ма хисабия. 27 аят. Я лайтаха канатил кадия. Я. Долгота в размере двух огласовок фатха над буквой я. Я лайтаха. Долгота в размере двух огласовок фатха над буквой ха. Ка. Долгота в размере двух огласовок над буквой каф. Ка. На. Тиль. С огласовки касра уходим на лям. Ка. На. Тиль. Ка. Твердое произношение долготы в размере двух огласовок над буквой каф. В. Я. При остановке тайма работа переходит в звук ха. И фатха переходит в сукун. И таким образом. Я лайтаха канатил кадия. Обратите внимание на 28 и на 29 аят. Особенности стык. Мы более подробно разъясним данную ситуацию. Итак, 28 аят. Ма агна анни малия. Ма. Долгота в размере 4 огласовок фатхи. Вот она. Агни, агна, прошу прощения, агна, долгота в размере 2 огласовок фатха. Ма агна анни. Здесь у нас назализация в размере 2 огласовок, после которой долгота в размере 2 огласовок кясры. Анни, ма, долгота в размере 2 огласовок фатха удлиняем. Ли, я, ма, ли, я. Так, и таким образом у нас при остановке ничего не меняется. Ма агна анни малия. 29 аят. Халака. Халака анни султания. Халака анни. Здесь у нас назализация в размере 2 огласовок, после которой долгота в размере 2 огласовок кясры. Анни. Сульта.
Твердое произношение долготы в размере двух огласовок фатхи. Над буквой та ни я. При остановке ничего не меняется. Итак, халяка анни султания. По тому чтению, которое мы читаем, Хафсан Асам, по пути Аш-Шатаби, обратите внимание, здесь у нас правило сакт. Тому варианту, который мы читаем, здесь несколько, по тому чтению, которое мы читаем, здесь несколько вариантов. Первый вариант, который мы прочитали, останавливаемся. Ма агна анни султания. Выдох, вдох. Халяка анни султания. Это первый вариант. Второй вариант. Применение правила сакт. Ма агна анни малия. Халяка анни султания. Чем отличается первый вариант от второй? Мы останавливаемся, но без вдоха и выдоха. Это называется правило сакт, предпаузальная остановка. Еще раз, второй вариант. Ма агна анни малия. Халяка анни султания. И третий вариант – это полноценная ассимиляция. Первой буквы Х со второй буквы Х. Обратите внимание. Ма агна анни малия. Халяка анни султания. Это третий вариант. Для начинающих изучение правильного чтения Корана самый лучший вариант – это полноценная остановка и с учителем применения остальных форм вариантов чтения этих двух аятов. Стык этих двух аятов. Итак, идем дальше. 30-й аят. Хузуху фагуллу. Теперь обратите внимание. Прошу прощения. Хузу. Долгота в размере двух огласовок даммы. Хузуху фагуллу. После удвоения долгота у нас при остановке. Долгота сколько? До этого момента у нас причинных остановок не было. Все остановки были или на та марбуту, или на звук ха. Таким образом, мы начинаем применять выбор причинной остановки. По причине остановки, вот она, сукун появляется, и право выбора за нами 2, 4, или 2, или 4, или 6. Давайте выберем долготу в размере 4 огласовок. Таким образом, хузуху фагуллу. Здесь у нас появляется долгота в размере 4 огласовок даммы над буквой лям. 31 аят. Суммаль джахима саллу. Сумма. Удержание назализации в размере 2 огласовок, после которой с фатхой уходим на лям. Суммаль джахима. Долгота в размере 2 огласовок касри. Вот она. Саллу. Дамма переходит в сукун. И у нас долгота в размере 4 огласовок, как уже мы выбрали, даммы над буквой лям. Суммаль джахима саллу. 32 аят. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم. Удержание назализация в размере 2 огласовок. Фи. Долгота в размере 2 огласовок касры. Силь. Си. Ла. Тин. Здесь ихфа в размере 2 огласовок удерживаем. ذرعها. Долгота в размере 2 огласовок фатха над буквой ха. Саб'уна. Применение правила калькаля, после которой долгота в размере 2 огласовок, огласовки дамма над звуком айн. Саб'уна зира'ан. Обратите внимание на межзубное произношение звука заль. Зира. Зира. Долгота в размере 2 огласовок фатха над буквой ра. Зира'ан. Применение правила ихфа в размере 2 огласовок назализации. Обратите внимание, с огласовки фатха фас. Вот уходим на син. Фас лю ку. При остановке дамма переходит в сукун. И долгота в размере 4 огласовок
вот она, даммы удлиняем. Итак, 32 аят. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. 33 аят. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. Иннаху, четкое произношение огласовки кесра, удержание назализации в размере двух огласовок, долгота в размере двух огласовок ха, над буквой даммы, над буквой ха, иннаху кана, долгота в размере двух огласовок фатха, ла, долгота в размере двух огласовок фатха над буквой лам, ю'мину биллах, с огласовки кесра уходим на удвоенный лам, билляхи. Мы об этом многократно говорили. В слове лафзуль джаляля, в слове Аллах, у нас существует долгота в размере двух огласовок фатхи. Билляхи. С огласовки кесры уходим на лам. Билляхиль азим. При остановке кесра переходит в сукун, и у нас появляется долгота в размере 4 огласовок. Вот кесру удлиняем, как мы выбрали. Теперь самый очень важный момент. Звук айн произносится мягче. Азим, нет, азим. Итак, 33 аят. Иннаху кана ла ю'мину биллахил азим. Точнее, 4 раза. Еще раз. Иннаху кана ла ю'мину биллахил азим. 34 аят. ولا يحض على طعام المسكين. ولا. Долгота в размере 4 огласовок, прошу прощения, 2 огласовок, фатха над лямом. Яхудду. Обратите внимание на твердое произношение дад. Яхудду. И впереди стоящий звук ха, мягкий звук. Яхудду. Ла. Долгота в размере 2 огласовок, фатха над лямом. Та-а. Долгота в размере 2 огласовок, мягкое удлинение на айн, звука айн. Та-а. И с огласовки кесра уходим на лям. Та'амиль мискин. При остановке, вот остановка кесра уходит в сукун, и у нас появляется причинная долгота в размере 4 огласовок, как мы уже выбрали, кесру удлиняем. Итак, ولا يحض على طعام المسكين. 35 аят. Обратите внимание. فليس له اليوم هاهنا حميم. فليس له. Согласовки дамы уходим на лям. Лахуль яума. Ха. Долгота в размере 2 огласовок фатха. Ха-ху-на. Долгота в размере 2 огласовок фатха над буквой нун. Ха-мим. При остановке танвин дамма переходит в сукун, и у нас долгота, причинная долгота в размере 4 огласовок кесра удлиняем. Итак, фалайса лаху, еще раз, фалайса лаху льяума хахуна хамим. 36 аят. ولا طعام إلا من غسلين. ولا. Долгота в размере 2 огласовок фатха над буквой лам. Та-а. Долгота в размере 2 огласовок фатха над звуком айн. Та-а-мун. Четкое и ясное произношение, потому что правило изгар. Та-а-мун илля. После удвоения у нас долгота в размере 2 огласовок фатха. Илля. Мин, здесь у нас тоже правило изгар, четкое произношение. Гислин. При остановке танвин кесра переходит в сукун, и причинная долгота в размере 4 огласовок, вот она, удлиняем кесру. 36 аят. ولا طعام إلا من غسلين. 37 аят, обратите внимание. لا يأكله إلا الخاطئون. لا. Не обращает внимания на удвоенность лям.
Ля нет. Почему? Потому что это удвоенный знак при слитном чтении с предыдущим аятом. И правило ассимиляции, без назализации. А если мы начинаем 37-й аят отдельно, просто ля, долгота в размере двух огласовок, фатха. Ля, я, ку, лю, гу. Здесь у нас долгота в размере 4 огласовок. Вот она. Удлиняем дамму. Илля, обратите внимание, удваиваем лям, после которого уходим с фатхи на другой лям. Илляль, илляль. Ха, долгота в размере двух огласовок, фатха твердой долготы, потому что, как мы говорили, долгота подчиняется твердости и мягкости прежде стоящему звуку, а здесь ха твердой. Ха, ты, ун. Причина остановка, вот она, сукун. Долгота в размере 4 огласовок, дамму удлиняем. لا يأكله إلا الخاطئون. 38 аят. فلا أقسم بما تبصرون. فلا, долгота, вот она, долгота в размере 4 огласовок удлиняем. فلا уку, здесь у нас правило калькаля, уку. Окоси, му, би, ма. Долгота в размере двух огласовок, фатха над буквой мим. Тубы, второе калькаля в этом аяте. Тубы, сы, рун. При остановке фатха переходит в сукун. И долгота в размере 4 огласовок, как мы выбрали, над буквой ра. Итак, 38 аят. فلا أقسم بما تبصرون. 39 аят. وما لا تبصرون. وما, первая долгота в размере двух огласовок, фатха. لا, вторая долгота в размере двух огласовок, тубы, правило калькаля, сы, рун. При остановке фатха переходит в сукун, и долгота в размере 4 огласовок причинного удлинения. Итак, وَمَا لَا تُبْصِرُونَ. 40 аят. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. إِنَّهُ, назализация в размере двух огласовок, удержание. Гу, долгота в размере двух огласовок, даммы над буквой ха, вот она причина. Ля, каулю, расу, долгота в размере двух огласовок, даммы над буквой син. И здесь у нас правило ихфа в размере двух огласовок назализации. Расулин карим. И при остановке танвин касра переходит в сукун. И причиной долгота в размере 4 огласовок касру удлиняем. Итак, 40 аят. Иннаху лакаулу расулин карим. 41 аят. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Здесь у нас причина остановка, к этому потом вернемся. وَمَا, долгота в размере двух огласовок, фатха. هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. Здесь у нас ихфа, твердая ихфа, вот там. شَاعِرٍ. Обратите внимание, в размере двух огласовок удержание правила сокрытия. Кали. Долгота в размере двух огласовок кясры. Калилям. Полноценная ассимиляция с полноценной назализацией в размере двух огласовок удерживаем, после которой у нас долгота в размере двух огласовок фатха над буквой мим. Калилям ма ту'минун. При остановке фатха переходит в сукун, и долгота в размере 4 огласовок, как мы выбрали, дамму над буквой нун. Итак, без остановки тематической. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Применяя правило тематической остановки, вот она, что происходит у нас? Ша'ир. При остановке танвин касра переходит в сукун. Итак, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. Остановка. И мягкое произношение ра. И дальше продолжаем. Набираем воздух.
قليلا ما تؤمنون. 42 аят. Обратите внимание, тоже здесь тематическая остановка. Сперва к этому мы вернемся. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ولا долгота в размере двух огласовок фатха над буквой ля. Би каули ка долгота в размере двух огласовок фатха над буквой каф. Хи нин твердая ихфа в размере двух огласовок. Кали долгота в размере двух огласовок кясры. Лям полноценная ассимиляция с полноценной назализацией в размере двух огласовок, после которой долгота в размере двух огласовок фатха. Тадаккарун, удвоение, обратите внимание, тадаккарун. При остановке фатха переходит в сукун, и причиной долгота в размере 4 огласовок, как мы выбрали, дамму над буквой ра. Итак, 42 аят. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. Если применяем правило тематической остановки, вот она, то танвин касра переходит в сукун, и получается у нас ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. 43 аят. تنزيل من رب العالمين. Ихфа, правило сокрытия в размере двух огласовок назализации. Зи, долгота в размере двух огласовок кясры. Удлиняем. Здесь у нас тензилум, полноценная ассимиляция с полноценной назализацией. В размере двух огласовок удерживаем назализацию, после которой идет у нас ассимиляция без назализации. Танзилум мирраббиль. После удвоения ба согласовки кесар уходим на лям. Мирраббиль долгота в размере двух огласовок фатха над буквой айн. И при остановке ми фатха переходит в сукун, и у нас появляется долгота в размере 4 огласовок кесры. Итак, Танзилум мир раббил аламин. 44 аят. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ولو تقول, удвоение вау, обратите внимание, تقول علينا. Долгота в размере двух огласовок фатха. Ба'даль, согласовки фатха уходим на лям. Ба'даль аqa, твердое произношение долготы в размере двух огласовок. Виль, при остановке касра переходит в сукун, и у нас появляется причинная остановка в размере 4 огласовок, как мы выбрали, удлиняем касру. Итак, 44 аят. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. 45 аят. لأخذنا منه باليمين. لأخذنا. Долгота в размере двух огласовок фатха. Минху бил. Согласовки фатха уходим на лям. Бил ямин. При остановке касра переходит в сукун, и причиной долгота в размере 4 огласовок удлиняем касру, как мы уже выбрали с предыдущего аята. Итак, لأخذنا منه باليمين. 46 аят. ثم لقطعنا منه الوتين. ثم. Удержание назализации в размере двух огласовок. Лaqata'на. Долгота в размере двух огласовок фатха над буквой нун. Минху. Обратите внимание, с огласовки дамма уходим на лям. Минхуль ватин. При остановке фатха переходит в сукун, и причиной долгота в размере 4 огласовок удлиняем кесру. ثم لقطعنا منه الوتين. 47 аят. فما منكم من أحد عنه حاجزين.
ма. Долгота в размере двух огласовок фатха над буквой мим. Мин. Ихфа в размере двух огласовок. Минку. Минку. Потом идет у нас назализация, полноценная ассимиляция с полноценной назализацией. Минкум мин. Удержание назализации в размере двух огласовок. Кесра. Мин. Здесь у нас четкое произношение нун сукуном, потому что здесь правило изгар. Ахадин. Второе правило изгар, то есть ясное чтение. Анху. Ха. Долгота в размере двух огласовок фатха над буквой ха. Джизин. При остановке фатха переходит в сукун. И долгота у нас в размере 4 огласовок причины остановки. Итак. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. 48 аят. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. وَإِنَّهُ. Четкое произношение кесры. Удержание назализации в размере двух огласовок, после которой долгота в размере двух огласовок ха. Иннаху ва иннаху ла тазкиратуль. Здесь у нас правило идгам без назализации, ассимиляция без назализации. Лиль муттакин. При остановке фатха переходит сукун, и долгота в размере 4 огласовок причины долгота. Итак, 48 аят. Ва иннаху ла тазкиратуль лиль 49 аят. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. وَإِنَّا. Удержание назализации в размере двух огласовок. Вот она. После которой долгота в размере двух огласовок фатха. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ. Удержание назализации в размере двух огласовок. Минкум. Ихфа в размере, правило сокрытия ихфа в размере двух огласовок, удержание назализации. Здесь у нас полноценная ассимиляция с полноценной назализацией в размере двух огласовок. Минкум мукадзибин. При остановке фатха переходит в сукун, и долгота в размере 4 огласовок, кесру удлиняем. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. 50 аят, обратите внимание. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. وَإِنَّهُ. Удержание назализации в размере двух огласовок, после которой долгота в размере двух огласовок, вот она, у буквы ха, огласовка дамма, ла хасратун. Правило изгар, четкое произношение танвина, даммы, аляль. С огласовки фатха переходим на букву лям, аляль, ка, долгота в размере двух огласовок, вот она, удлиняем фатху, кафирин. При остановке фатха переходит в сукун, и долгота в размере 4 огласовок, удлиняем кесру под буквой ра. Итак, وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. 51 аят. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ. وَإِنَّهُ. Удержание назализации в размере двух огласовок, после которой долгота в размере двух огласовок даммы над буквой ха. Вот она. Ля хаккуль. Обратите внимание, одна из самых распространенных ошибок – это когда слово хак, звук ха произносится твердо. Ля хакку, хакку, подчиняя твердости букву каф, что является грубейшей ошибкой. Ля хакку. Согласно удвоенной буквы каф уходим на лям с согласовкой дамма. Ля хаккуль якин. При остановке кесра переходит в сукун, и долгота причины, долгота в размере 4 огласовок удлиняем кесру. Итак, وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ. И последний аят в этой прекрасной суре.
Фасаббих бисми раббикаль азим. Фасаббих бис. Обратите внимание на четкость произношения. Фасаббих би. Бис. Согласовки кесра уходим на син. Бисми раббика. Согласовки фатха уходим на лям. Раббикаль азим. При остановке кесра переходит в сукун. И долгота в размере 4 огласовок причинной долготы, которую мы выбрали, кесру под буквой за. Итак, последний аят. Фасаббих бисми раббикаль азим. На этом мы сегодня с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.